Добрый вечер. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Иналу Ардзенба присвоен классный чин действительного советника Российской Федерации 3-го класса. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Инал Ардзенба занимает пост начальника Департамента управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами, участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. Действительно государственный советник Российской Федерации 3-го класса – классный чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих. Классный чин присваивается пожизненно и соответствует воинскому званию генерал-майор. С радостью воспринял новость о присвоении указом президента России очередного классового чина нашему земляку и другу Иналу Ардзенбу. Благодаря своему таланту руководителя и беззаветной преданности делу Инал в весьма молодом возрасте достиг невиданных вершин. Я думаю, что Инал является самым молодым руководителем Департамента администрации президента России вообще в истории России. Вы знаете, он своим профессионализмом и своей ответственностью подает пример не только молодому поколению России, но и Абхазии в том числе. Инал является моим другом, и я с уверенностью могу сказать, что он более чем достоин присвоенному ему высокому классовому чину государственного советника Российской Федерации 3-го класса, который несет за собой еще больше ответственности, чем было на Инале до этого. Уверен, что Инал не остановится на достигнутом и дальше будет идти к новым вершинам, а мы, его земляки, с удовольствием будем его в этом поддерживать и радоваться его успехам. Здесь важно также отметить тот факт, что этот чин присваивается одним из мировых лидеров, Владимиром Путиным лично. И это говорит о том, что Инал своей эффективной работой заслужил высокий уровень доверия и уважения как со стороны лично Владимира Путина, так и со стороны своих коллег. Не могу также не отметить личную роль Инала Ардзенба в повсеместной помощи благотворительному движению «Послы доброй воли Абхазии». Он намерен и впредь всячески поддерживать наше движение. Хотел бы пожелать ему удачи и новых достижений в его ответственной работе. Детская хореографическая студия «Яйрума» завоевала первое место на 10-м международном фестивале конкурсе детского и юношеского творчества «Москва верит таланта». Художественный руководитель ансамбля, народный артист Абхазии Вахтанг Возба. В конкурсе приняли участие свыше 30 коллективов из постсоветских стран и регионов России. Танец «Абхазский перепляс» в исполнении ансамбля «Яйрума» победил в конкурсной программе, и на гала-концерте жюри присудила ансамблю звание лауреат первой степени. Также в рамках мероприятия Вахтанга Возба наградили дипломом за вклад в развитие национальной культуры. Вручением айфонов 10-й серии завершилась акция компании «Аквафон» «Новогодний сюрприз», которая проводилась с 20 декабря 2017 по 5 января 2018 года. Четверым жителям Абхазии улыбнулась удача. Они стали обладателями смартфонов. Репортаж Ирины Аршба. Детская хореографическая студия «Яйрума» завоевала первое место на 10-м международном фестивале конкурсе детского и юношеского творчества «Москва верит таланта». Художественный руководитель ансамбля, народный артист Абхазии Вахтанг Возба. В конкурсе приняли участие свыше 30 коллективов из постсоветских стран и регионов России. Танец «Абхазский перепляс» в исполнении ансамбля «Яйрума» победил в конкурсной программе, и на гала-концерте жюри присудил ансамблю звание лауреат первой степени. Также в рамках мероприятия Вахтанга Возба наградили диплома за вклад в развитие национальной культуры. Вручением айфонов 10-й серии завершилась акция компании «Аквафон» «Новогодний сюрприз», которая проводилась с 20 декабря 2017 года по 5 января 2018 года. Четверым жителям Абхазии улыбнулась удача. Они стали обладателями смартфонов. Репортаж Ирины Аршба. Компания «Аквафон» уже не в первый раз в преддверии Нового года организует подобную масштабную акцию. На этот раз разыгрывались 4 iPhone 10. Для этого абонентам надо было всего лишь пополнить баланс на 200 рублей или подключить новый номер. В акции приняли участие 13 355 абонентов. Победители были определены посредством генерации случайных чисел.
Для нас было очень важно то, что мы видим, как от акции к акции все больше и больше людей принимают участие, потому что на самом деле участники, абоненты наши видят, что это предельно прозрачные условия, предельно простые, и видят воочию победителей. Та система, которую вот мы изобрели, автоматическая рассылка кодов абонентов после пополнения счета, вот мы видим как наиболее удачную форму для того, чтобы вовлечь как можно больше абонентов в нашу акцию. Мы хотим отдельно поблагодарить и подчеркнуть значимую роль наших партнеров в этой акции. Это магазин 30 секунд, Денис Саманба. В кратчайшие сроки нам доставили 4 заветных айфона перед Новым годом. Это было не так просто, все мы понимаем, праздники. Большое спасибо нашим партнерам. Нас ждет много чего интересного впереди. Церемония вручения призов прошла в 2 этапа. 29 декабря в преддверии Нового года смартфоны были вручены Адгуру Аджба и Арутюну Арзуманян. Второй девайс, флагманская модель компании Apple. Ее преподнесет Денис Саманба. А приглашаем на вручение Арзуманяна Арутюна. Браво! Поздравляю, спасибо большое за такой праздник перед Новым годом. Я уже 13 лет с Apple, надеюсь, еще дальше и долго буду сотрудничать и пользоваться вашими услугами. Новые смартфоны стали настоящим рождественским подарком для Лианы Чкония и Лауры Чукбар. Поздравляю, Лаура! В такого рода розыгрышах участвую впервые. Раньше я о них знала только понаслышке, а в этот раз решила принять участие сама, и удача мне улыбнулась. Большое спасибо компании «Аквафон» за то, что дает возможность получать приятные подарки. Новый год уже наступил, а сюрпризы продолжаются. Компания «Аквафон» не перестает радовать своих абонентов разнообразными акциями и сюрпризами. Нет сомнений, что и в будущем абонентов первого мобильного оператора ждет еще немало нового и интересного. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В связи с ремонтно-восстановительными работами по улице Ардзенба в столице была прекращена подача питьевой воды в центральной и нагорной частях города. О причинах отключения воды в репортаже Али Китрапш. Более 1,5 лет назад на пересечении улиц Ардзенба и Воронова Сухумский водоканал установил электромуфту для надежного соединения полиэтиленовых труб. Пару дней назад на данном участке произошла утечка воды. В связи с этим у жителей близ расположенных домов ослаб напор воды в кранах. Специалисты водоканала на месте утечки воды раскопали трубы, где обнаружили повреждение соединительной муфты. Как оказалось, из-за заводского брака муфта не отслужила гарантийный срок. Заводским браком эта муфта попалась, и вот приходится сейчас нам ее менять, разрезать. Мы сейчас должны вместо одной электромуфты поставить, вставку сделать и 2 электромуфтами вот эту вот утечку устранить. Мы тогда 2 трубы просто состыковали, а сейчас вставку делаем, разрезаем эту трубу, и 2 конца надо будет соединять. Перед тем, как установить электромуфты, специалисты проводят комплекс подготовительных работ, которые включают в себя зачистку поверхности 2 соединяемых труб, уборка оксидного слоя, грязи. А уже затем можно приступить и к самой установке соединительных электрических муфт. Внутри электромуфты находятся спирали. И обычная спираль. И когда ее ставят, подключают электрический ток. На муфте находится штрих-код. Там время выдержки, установки, там много параметров, которые надо выдержать. И у нас есть аппарат, который считывает этот штрих-код. Мы только клеммы опускаем, вставляем клеммы, и этот аппарат, он сам паяет его, без нашего участия. Ремонтно-восстановительные работы по установке электромуфт завершатся в течение дня, и подача питьевой воды будет возобновлена. Как говорят специалисты, из-за ветхости трубопроводной системы ежедневно Сухумский водоканал в различных частях столицы устраняет утечки и поломки. Аля Катрапш, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром дождь, днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью +3,8, днем 6-11 тепла. Температура морской воды +11.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорых встреч в эфире.